Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вас ищет прямо сейчас, в это самое время? Кто ищет вас? Кто пытается вас найти? И если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком другом думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как интересно, семерка. Какой-то успешный человек вас ищет. Либо человек, который успеха добился. Еще букву Е показали, видите, вот буква Е. Это может быть имя, это может быть фамилия, может быть даже какая-то кличка, прозвище. Либо место, где вы с этим человеком, не знаю, познакомились, виделись. Вот он, видите, в лодке. Вот он, видите, вот она лодка, и он прямо в ней стоит и рукой так вот в сторону вас показывает, видите, в лодке. То есть он не просто ищет, он какие-то действия предпринимает, он куда-то ездит, с кем-то говорит, да, пытается вас найти. Тройка вас свела. Ну, тройка — это дружба, это компания, какое-то дружеское знакомство могло быть. Вы с этим человеком либо в одной компании отдыхали, либо через каких-то знакомых людей с ним познакомились. Ну, какое-то, может, случайное знакомство. Где-то были там с подружкой. И подружка увидела знакомого человека, вот они там пообщались и вас познакомила. Да, через тройку, тройка свела. Еще кого-то отыграется, что 3 месяца назад. 3 недели, 3 месяца назад, 3 дня назад, да. Возможно, вот как раз встреча у вас с ним была. Ну, либо общение состоялось. Еще здесь показано, что по его мнению того, кто вас ищет, вас кто-то не туда ведет, либо забрал. Может быть, вас кто-то сопровождал, да, может, у кого-то там виды на вас были, ему показалось, что какой-то мужчина за вами ухаживает. Вот ему хочется и вас найти, и все про вас узнать, и себя предложить. Именно так идет. Да, семерка — удачливый, успешный, реализовавшийся человек. У него еще дракон здесь показан. Дракон, кстати, очень сильный знак. Говорит о том, что у человека просто фантастический характер, сильный, несгибаемый. Да, человек всегда стремится к успеху, к достижениям. Вообще по судьбе этому человеку быть очень удачливым, прям успешным в делах, в бизнесе, в работе. Да, может, еще и политическая какая-то карьера может быть у человека. По крайней мере, очень высокую должность занимать. Да, не простой вас человек ищет. Ну надо же. Ну надо же. Угу. Вспоминайте, вы точно его знаете. Вспоминайте его. Он невысокого роста, и внешность у него такая миловидная немножко. Да? Какие-то женские еще черты лица могут быть. Мягкие. Вот даже не женские, а мягкие черты лица. Там глаза большие, лицо такое чистое, белое. Может быть, улыбка какая-то, вот прям губы бантиком. Вот как что-то женское, миловидное в нем есть. То ли вам он показался невысокого роста, может, он и высокий, может, наоборот, маленький. Но вам он показался невысокого роста. И вот вы еще для себя отметили, что у него миловидные черты лица, либо женские черты лица. Вспоминайте этого мужчину. Глазки темненькие у него, темненькие глазки. Не черные, просто темненькие, янтарные, скорее всего, да, такие вот светло-карие, может быть, даже глазки у него. Кожа белая. Ну, либо в тот момент, когда он вас увидел, прям побелел, такой: о боже, какая женщина, да, аж как мел стал. Но вы ему показались, конечно, очень шикарной, просто очень. И он что-то к вам сразу почувствовал, но не смог в себе сформулировать, да, вот какое-то родство, вот как какая-то родная мне женщина. Ну, либо женщина, которая должна стать мне родной.
Да, знакомство, ну, какое-то вот легкое, да, легкое, однодневное, одночасное, как одноминутное. Как-то вы познакомились, чуть-чуть пообщались и разошлись. Мне вообще идет так. Может, какое-то мероприятие было, потому что где-то в клубе отдыхали, может быть, где-то в кафе, в ресторане были. Вот как познакомились. Либо компания, была большая шумная компания, да, вы познакомились, но у вас не было возможности пообщаться. Может быть, вы вообще там с мужчиной были, да, и как-то было неудобненько к вам подходить, с вами вот ближе знакомиться. Но вот запали вы ему в душу, и вот он все думает о вас, все вспоминает. И такой, ну, блин, тянет, меня к ней тянет. Надо разобраться, что это за притяжение такое. Вплоть до того, что вы ему даже сниться стали. Но сны у него неспокойные, сразу говорю. Может быть, поэтому он думает, что вам помощь нужна. Да? Вот я хочу все узнать до конца. Неспокойно, он как будто бы даже во снах вас ищет. Да, интересный такой человек. Буква Е идет. Даже если иностранец, да, вы где-то в другой стране проживаете, и, скорее всего, у него в инициалах эта буква есть, тогда это И получается. Хотя, блин, страны разные, что я тут сейчас наговорю, да. Не обязательно же на английском языке, да. Ну, в общем, Е там точно есть. Может, у него какой-то инициал на одежде был с Е связанный. Вот что-то с Е. Идет именно буква Е. Так, кстати, хорошо был одет мужчина. Хорошо был одет, от него хорошо пахло. Такой аккуратненький, чистенький. Такой, знаете, вот ухоженный, да, хочется сказать, ухоженный мужчина. Ну вот вы на него посмотрели, он у вас в памяти остался. Может быть, кстати, и понравился вам, да, потому что в памяти он у вас точно есть. Вот этот мужчина прям очень активную деятельность развел, и, девочки, он вас точно найдет. Он не успокоится, пока вас не найдет. У вас с этим мужчиной по-любому будет встреча. Встреча очень неожиданная для вас, но очень желанная для него. Именно так показали. Так, и еще одного человека показывают. Но этот человек, он из очень вашего глубокого прошлого. С этим человеком у вас что-то было. Ну вот как влюбленность, любовь у кого-то могла быть. Давно это было, прям много лет прошло. Именно лет и много. Вот это ключевые слова. Тот, кто вас ищет, вспоминает, он сейчас, в сегодняшнем дне, практически вообще ничего о вас не знает. Он даже не знает, как вы сейчас выглядите. И не факт, что если бы он вас увидел, он бы вас узнал. И то же самое в вашу сторону. Да? Если бы вы его увидели, вы бы, скорее всего, не узнали. Может быть, вместе там за одной партой сидели, да? Вместе в школу ходили, вместе, что могли учиться вместе, там в вузе могли учиться. Этот мужчина, он сейчас один, ну, как сам по себе получается, да? У него какие-то, как дети взрослые, но они своей жизнью живут, а он своей жизнью живет. То ли он развелся, то ли он овдовел. Да? И так можно прочитать. Вдовец, либо развелся. Ну вот показано, что он давно один. И, кстати, он уже давно вас ищет. И он к каким-то вашим родственникам обращался, либо каким-то знакомым, да, может, это не родственники, а знакомые. Они его обманули. Они ему сказали, что ничего про вас не знают и слышать не слышали. Вот прям обманули. А знаете, почему обманули? Потому что мужчина очень хорошо выглядит. Этот мужчина при больших деньгах. Но он состоявшийся человек, у него уже все случилось, да? И вот они как позавидовали. Там к женщине он какой-то обратился, и она такая думает, ничего себе, да, это что это он такой богатенький ее ищет? Не скажу. И она ему не сказала. То есть вообще прикинулась кирпичом, говорит, я вообще не знаю, кто это, я ее не помню. И не знаю, не слышала вообще. Вот, знаете, обманула, просто обманула. Этот мужчина, знаете, для чего вас ищет? Он перед вами покаяться хочет, что в свое время совершил роковую ошибку. Может быть, он женился на другой женщине. Может быть, он не стал вас добиваться. Может, опять же, в силу возраста, да, не потянул ваши отношения. Вот как мне идет, что вот как-то резко у вас все закончилось. То ли он вас не возвращал, когда вы его оставили, то ли он там в учебу с головой ушел, либо в работу с головой ушел, ну, либо там по просьбе родителей, да, с другой женщиной стал общаться, встречаться, поженились. Вот он хочет перед вами покаяться, раскаяться, и он вам хочет какую-то правду жизни сказать. Вроде как и жизнь яркую прожил, и вроде там и детей нажил, и богатство нажил, а вот как счастья у него в жизни не было.
Вот как счастье как будто бы с вами ушло из его жизни. Вот это он хочет вам сказать. Но здесь прям сложный случай. Здесь не так-то просто этому мужчине будет вас найти. Тем более, скорее всего, вы уже фамилию поменяли. Скорее всего, вы уже и не живете там, где жили. Вот. Может быть, кстати, мужчина за границей живет. Да, и ему-то не так-то легко, опять же, к вам приехать, чтобы вас разыскивать. Тут как бы сложности могут возникнуть. Но мне вот идет, что под жарким солнцем встретитесь. Может быть, это будет летом, самый жаркий такой период лета, когда солнце будет там жарить, шпарить. А может быть, вы куда-то на отдых поедете, и там вот судьба вам позволит встретиться. Да, вот и он поедет, и вы поедете, и там встретитесь. Вот жаркое солнце показывает. И это в этом году. Это именно в этом году будет, под жарким солнцем. Не факт, что вы друг друга, конечно, узнаете. Хотя я думаю, что сердце подскажет. Сердце подскажет, потому что если любовь была, то сколько бы времени ни прошло, нельзя разлюбить. Нельзя разлюбить. Любовь, она просто в спящий режим погружается. Вот. Мне именно такой момент идет. Сердце подскажет. Может, он по второму разу к вам подойдет знакомиться. Разговоритесь и поймете. Он скажет: Боже, я ж так тебя искал, да? Ну и вы тоже обалдеете в этот момент. Да, такой мужчина. Но он благородный мне идет. Ну, не молод, он не молод. Да. Он благородный, и вот у него там дети, скорее всего, еще у кого-то внуки могут быть. Но опять же, все зависит от вашего возраста. Но вот года между вами. Действительно, года. И знаете, еще такую вещь скажу. Он, этот мужчина, либо очень высокий, прям такой рослый, высокий, либо в вашей памяти он как-то выглядел, ну, не сильно высоким. А вот когда вы встретитесь, вы такая скажете: ничего себе, ты вырос. Как это, да? Что кушал, что так вырос, вытянулся, да, возмужал. Почему-то вот еще тут у вас как удивление поджидает. Но что есть, то есть. Так, и еще вот здесь показан какой-то человек деловой. Деловая женщина показана. Для женщин женщина, да. Здесь, скорее всего, как мастера вас разыскивает кто-то. Кому-то, например, дали рекомендации по поводу вас, сказали, что вы шикарная, самая лучшая в своем деле. Либо с этой женщиной вы когда-то сотрудничали, может быть, даже на нее работали, либо в ее коллективе работали. И, например, она сейчас вот подбирает сотрудников и хочет именно вас. Ну, потому что вы лучшая в своем деле. Вот она вас ищет. Какие-то старые связи поднимает. Но тут она вас быстро найдет. Что-то она вам будет предлагать, либо, если это незнакомая женщина, по рекомендациям, да, будет проситься к вам на услугу, либо на сервис, да, ну, смотреть, что вы там делаете, какая слава у вас идет, да, чем промышляете. Вот хочется именно с вами, нужна вы. Но это именно женщина. Кстати, женщина очень такая серьезная, основательная и справедливая, вот честная, справедливая мне идет, вот как характеристика на эту женщину. Но вот она вас быстрее всех найдет. Вот мне именно так идет. Вот быстрее всех на вас выйдет. Для нее уже практически вопрос по вам закрыт. Да? Возможно, у нее уже в сегодняшнем дне есть ваши координаты, и буквально там завтра она с вами свяжется. Да. Хорошая женщина. С такой серьезной женщиной можно и сотрудничать, и на нее работать, и с ней работать. Проблем точно не будет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.